Наш самый сильный и опасный враг, инерция и косность мышления, мешают также и тому, чтобы общество вообще стало чистым, свободным и без признаков насилия. Насилие в отношении слабых, в отношении к животным, по отношению к природе, как бы естественные проявления человеческой сути, которые принимаются в Кыргызстане как данность и почти никого не удивляют. Кыргызская ассоциация женщин-судей провела исследование путем анонимного опроса женщин и девушек, проживающих в Бишкеке, Аше, Карабалте и Токмолке, и выяснила, что, например, сексуальные домогательства на работе или во время учебы в кыргызском обществе усиленно замалчиваются. Большинство опрошенных заявили, что они не знали, куда обращаться с такой проблемой или боялись осуждения окружающих. Также в ходе исследования было выявлено, что 80% сексуальных домогательств происходит в государственных учреждениях, а домогательства на рабочем месте приводят к потере производительности труда, так как жертвы харассмента испытывают полное бессилие и теряют интерес к работе. И представьте, ни одна женщина не обратилась в правоохранительные органы, потому что они знали, что наказания не будет. И что самое интересное, что нас потрясло, сексуальные домогательства больше всего развиты в государственных органах. Государственные органы, которые определяют всю государственную политику и задают тон в обществе, оказываются и на этом направлении далеко отставшими консерваторами. Многие считают, что наиболее эффективными и прибыльными являются частные предприятия, но в них идет гонка за прибылью, поэтому в госучреждениях мораль все-таки выше. Там и профсоюзы есть, и контроль сверху. Но оказалось, что совсем не так. Во всем мире уже несколько лет идет кампания MeToo, в ходе которой голливудские звезды и другие знаменитости рассказывают о прошлых приставаниях мужчин или даже изнасилованиях. Так что многие ранее могущественные менеджеры и администраторы лишились своего положения и должностей, а некоторые даже попали в тюрьму. В Кыргызстане же никто ни на что не жалуется и терпит.